На юге Таджикистана 49 человек отравились после употребления крутоба. В Таджикистане родители обязали препятствовать развитию сепаратизма у детей. 30 января начинаются традиционные пресс-конференции. Серия громких отставок в Украине от офиса президента до Минобороны. 49 жителей одного из кишлаков района Шамсидин-Шохин на юге Таджикистана отравились после употребления курутоба, таджикского национального блюда, которое состоит из творожно-молочной смеси, погруженной в нее лепешки, сливочного масла, овощей и зелени. По факту отравления начато расследование. ЧП произошло 24 января в доме одного из жителей кишлака Чага, который пригласил односельчан на крутоб. 25 человек, состояние здоровья которых вызвало тревогу, были срочно доставлены в Кулябскую городскую инфекционную больницу. Остальные госпитализированы в местных медучреждениях. Что стало причиной отравления, пока неизвестно. Об этом будет сообщено позже, сообщил 24 января Шараф Рустумов, начальник управления здравоохранения Кулябской зоны. Таджикские законодатели обязали родителей препятствовать развитию сепаратизма у своих детей. Это обязательство появилось на фоне принятых поправок в закон Республики Таджикистан об ответственности родителей за обучение и воспитание детей. Текст поправок опубликован на портале правовой информации Минюста Республики Таджикистан. Эти поправки были приняты парламентом в начале октября и подписаны главой государства в конце декабря 2022 года. В частности, согласно поправкам, предписано запрещать детям просмотр порнографических фильмов и фильмов, содержащих насильственные, экстремистские, террористические, радикалистские и сепаратистские проявления. Также предписано запрещать детям чтение и распространение электронных записей, книг, листовок, газет, журналов и других печатных материалов, содержащих порнографию, насилие, экстремизм и терроризм, радикализм и сепаратизм. Традиционные пресс-конференции, которые проводятся в Таджикистане каждые полгода, в этом году начнутся 30 января. Начиная с 30 января министерства и ведомства, организации и учреждения, власти Гбао, Сагдийских и Хатлонских областей, города Душанбе, городов и районов республики будут проводить пресс-конференцию по подведению итогов деятельности в 2022 году. Об этом сообщает агентство Хувар. План организации проведения пресс-конференции утвержден руководителем исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан от 20 января 2023 года. Согласно утвержденному плану, пресс-конференции начнутся 30 января и завершатся 17 февраля. В ходе пресс-конференции, проводимых в будничные дни министерствами и ведомствами, представители средств массовой информации имеют возможность получить ответы на свои вопросы. Во вторник стало известно сразу о нескольких громких отставках в украинских структурах в офисе президента, Министерства обороны, Генеральной прокуратуре и среди глав регионов. Об этом сообщает BBC. Первым президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Заявление об увольнении Тимошенко подал накануне. Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту, написал он в своем телеграм-канале. Второй отставкой дня стал уход с должности замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, отвечающего за тыловое обеспечение ВСУ. Его отставку поддержал министр обороны Алексей Резников. Шаповалов написал заявление на фоне скандала вокруг закупок питания для военных на передовой. Третье громкое увольнение коснулось заместителя генпрокурора Украины Алексея Симоненко. Указ об освобождении его от должности по собственному желанию подписал во вторник генеральный прокурор Андрей Костин. Причиной скандала стали фотографии в Инстаграме, на которых Симоненко отдыхает на курорте в испанской Марбелье.